Центре детского творчества с самого утра царила праздничная атмосфера. Красивые, радостные бабушки и дедушки спешили на торжество, организованное в их честь. Здесь же для пенсионеров была организована подписка на городские издания, ведь именно они сегодня являются активными читателями. Не пустовали ряды торговых точек. Для праздничного стола женщины выбирали все самое свежее и вкусное. Кстати, торговля велась с 15% скидкой, а тем временем постепенно заполнялся актовый зал Центра детского творчества. Здесь проходил праздничный концерт, посвященный Дню пожилых. Одним из самых первых слова поздравления произнес заместитель главы администрации по социальным вопросам Ильгиз Рахимьянович Хайруллин. Мы с особым волнением приходим на данное мероприятие, потому что будем чествовать наших самых авторитетных, самых уважаемых людей. И совершенно правильно сказала наша очаровательная ведущая, действительно, вашими руками было создано все, что мы сегодня имеем. Особенно наш город Сибай, где мы сегодня живем, здравствуем, радуемся, воспитываем своих детей. Уважаемые ветераны, позвольте мне еще раз поздравить вас. Почему не поздравить? Дожить до такого преклонного возраста и сидеть, смотреть, радоваться, это же прекрасно. Поэтому позвольте мне поздравить то, что вы продолжаете жить, радоваться жизни, воспитывать детей, внуков. Каждый сидящий в зале представитель старшего поколения достоин уважения и внимания. Это люди, которые принесли победу в Великой Отечественной войне, трудились во благо Родины. Они являются примером терпимости и трудолюбия. Артисты города подарили ветеранам множество приятных эмоций, исполняя для них свои лучшие номера. В нашем городе сейчас живут более 15 тысяч ветеранов и пенсионеров. Они прожили интересную жизнь, все время трудились, были примером для молодежи, они остаются примером и сегодня. И я сегодня всем ветеранам желаю здоровья, успехов, уважения со стороны окружающих, родных и близких. Также в фойе Центра детского творчества была организована выставка ручных работ пенсионеров, еще раз подтверждающая, что заслуженный отдых – это хорошая возможность заняться любимым делом. Поздравляю всех пенсионеров с праздником мудрости. Желаю им счастья и здоровья. И потом хочу сказать, что надо приветствовать тех пенсионеров, которые ведут и на пенсии активный образ жизни. Участвуют во всех мероприятиях городских, что очень здорово. Это дает, как говорится, подпитку и опыт молодым, передача молодым. Пускай молодые смотрят и завидуют, что у нас еще порох в пороховницах есть. Почти четверть населения Сибая составляют люди пенсионного возраста. Праздник, организованный сегодня, долгожданное событие, позволяющее людям в золотой паре своей жизни отвлечься от домашних дел, собраться вместе и интересно провести время. Альфия Янчурина, Радмир Исангулов, Гульгинар Искельдин, телекомпания СТВ.